Поселок Смирново – центр Акаинского района, одного из старейших районов нашей области. Здесь, в селе Лесные Поляны, прошло детство Алексея Щербакова, старшего участкового инспектора Петропавловского городского отдела внутренних дел, майора милиции, отдавшего любимой работе более 16 лет своей жизни. Разве мог он думать, что через много лет его именем назовут улицу районного центра? В 2020 году на сельском сходе жители улицы Кирова единогласно поддержали предложение о переименовании ее в улицу Алексея Щербакова, который смело шагнул навстречу опасности во время задержания разбушевавшегося пьяного хулигана. В 22 часа в опорный пункт поступил сигнал, что по улице Урожайной, 20, ранее неоднократно судимый хозяин дома избивает жену и соседей и нанес несколько порезов опасной бритвой. Майор Щербаков, надеясь на мирный исход, смело вошел в дом и стал успокаивать пьяного дебошира. В ходе беседы тот вытащил из рукава куртки опасную бритву и бросился на милиционера. Он нанес 7 резаных ран в область лица, шеи и рук. Сегодня улица Алексея Щербакова является символом чести, мужества, героизма и верности выбранной профессии для всех сотрудников районного отдела полиции, для молодежи. Жители гордятся, что их улица носит имя героя-милиционера. Это была улица Труда, Кирова, а потом вот и в честь тех человек. Опасного преступления. Раньше я жила на улице Кирова, сейчас я живу по улице Щербакова Алексея, майора милиции, который погиб, защищая людей. Вот. Я горжусь тем, что эта улица названа в честь такого человека, доброго душой, и героизма у него такой героизм был, что в честь его назвали эту улицу. Вот ваше мнение, как вы считаете, а вот достойны вот такие герои, как Щербаков, чтобы их имя носили улицы? Достойно. Достойно. Да, таких милиционеров, мне кажется, мало таких. Алексей Щербаков туралы он істеген батырлығы туралы үнемі айтады бізге. Өзінің жұмыс барысында қаза тапқанын осы жас азаматтар осы адамнан үлгі алады деп естимін. Өз басым осы кісіден үлгі алып мақтан тұтамын. Улица майора милиции Алексея Щербакова – это 5-я улица в нашей области, увековечившая имя сотрудника органов внутренних дел, погибшего при задержании преступника. В селе Пресновка Жамбылского района есть улица старшего сержанта Сергея Васильченко. В селе Петровка Есильского района есть улица капитана милиции Анатолия Добрынина. В селе Явленка Есильского района есть улица старшины милиции Василия Малышева. А в городе Петропавловске есть улица сержанта милиции Юрия Медведева. Имя рядового милиции Есимова Газиза носит аллея молодых сотрудников на территории областного департамента полиции. К сожалению, двухгодичная пандемия коронавируса не позволила провести торжественное открытие улицы имени Алексея Щербакова в 2020 году. Поэтому жители области, кроме смирновчан, не знают о ее существовании. Распропагандировать ее помог добрый случай. Совсем недавно в город Петропавловск приехала его старшая дочь Наталья Алексеевна Щербакова. Вместе с ней мы побывали в поселке Смирново, где она возложила цветы к мемориальной доске, установленной в 2017 году на здании школы-гимназии номер 1. Воочию увидела она и улицу, названную в честь отца, и сфотографировалась на память у красочного баннера. В память о старшем участковом инспекторе милиции майоре Щербакове в районной библиотеке был проведен урок мужества
для стражи правопорядка отдела полиции, для старшеклассников. На встречу были приглашены и ветераны органов внутренних дел. Сотрудники, ветераны, молодежь почтили память Алексея Константиновича Щербакова минутой молчания. Дочь офицера Наталья Щербакова зажгла свечи. Историю гибели майора Щербакова помнит ветеран полиции, капитан в отставке, бывший участковый инспектор Акимкин Сергей Леонидович. В своих воспоминаниях он рассказал о своей нелегкой службе, поделился интересными эпизодами из практики, когда, рискуя жизнью, приходилось задерживать опасных вооруженных преступников. В заключении он дал свой ветеранский наказ молодому поколению. Мне сейчас на сегодняшний день 60 лет, я 25 лет проработал в органах советской милиции, в то время была советская милиция, то есть в органах внутренних дел проработал. Так что хочу пожелать ребятам, которые сейчас работают, чтобы они также прошли с честью и достоинством и всегда, говорится, шли на помощь к людям. В жизни всегда есть место подвигу. Это наглядно доказывают нынешние полицейские, которые не только во время несения службы, но и за ее пределами в любой самой трудной ситуации готовы прийти на помощь, нередко даже рискуя своей жизнью. На счету участкового инспектора полиции старшего лейтенанта Руслана Кыдырмина 2 героических поступка по спасению людей, попавших в беду. Он скромно поделился своими воспоминаниями и рассказал, как ранней весной 2011 и зимой 2014 года он спас 2 тонувших в реке мужчин. С великим трудом, не думая о своей безопасности, он вытащил из ледяной воды, оказал медицинскую помощь. Его рассказ не оставил равнодушным ни одного участника мероприятия, особенно старшеклассников, перед которыми стоит выбор будущей профессии. Они получили достойный урок мужества, героизма, чести и преданности выбранной профессии сотрудника органов внутренних дел. У многих из них сегодня служат в полиции отцы, близкие родственники, по стопам которых они хотели бы пойти. После такого урока их желания только укрепились. На данном мероприятии мы изучили опыт ветеранов и действующих сотрудников и еще более твердо убедились в том, что данная профессия имеет очень большое общественное значение. Я узнал, что в Петропавловске есть специальный музей, который, получается, празднует свое 33-летие о том, что за протяжении этого времени он собирает информацию о наших, так сказать, самых сильных, самых мужественных мужчинах, которые помогают нам, то есть наши милиционеры. Сам я в будущем тоже думаю связать профессию с правоохранительными органами. Ежедневно сотни полицейских заступают на службу по охране общественного порядка, ведут непримиримую борьбу с преступностью. Дела старшего поколения, погибших героев, продолжают молодые полицейские. Принимая эстафету, они должны помнить о вечных ценностях добра, долга и справедливости, беречь честь полицейского мундира, верно и добросовестно служить Родине, народу. Человеку в полицейской форме суть присяги не дано забыть, ведь на самом неслужебном фоне вдумайтесь, каким он должен быть, если люди разного покроя, глядя на него со стороны, по нему, по одному, порою судят о законе всей страны.